Так, готовился ко второму забегу. Я вижу Макарову Марьяну, представительницу Тераптинского улуса под номером 269. За команду Верхоянского улуса Рожина Марина. За команду Усалданского улуса Руклядева Мария. Так, 5 команд побегут во втором забеге. О, сама Трофимова Сардана за команду Верхневлийского улуса будет бежать 800 метров. Это будет для меня очень интересно. Сардана Трофимова, пятикратная чемпионка России по марафонскому бегу, будет бежать за команду Верхневлийского улуса шведскую эстафету. Первый этап 800 метров. Под номером 18 слева на ваших экранах Сардана Трофимова, мастер спорта международного класса, победительница московского марафона с рекордом трассы, победительница марафона Европа-Азия, которые проходили в Екатеринбурге, ну и многих участница 2019 года чемпионата мира. Это первый случай в нашей республике по беговым дисциплинам. Она впервые выступала за команду России на чемпионате мира, которые проходили в Дохе, в Катар, 2019 год. Итак, побежали. И, к моему удивлению, Сардана Трофимова повела бег. За ней держится Руклядева Мария, Усалданский улус, затем Макарова Марьяна, Тераптинский улус. И Рожина Марина или Мария за команду Верхоянска. Вот группа лидеров в составе 4 представительниц. Мария это Марина, да? Рожина. Марина Янде. Так, Рожина Марина, выпускница Тераптинского института физической культуры и спорта. Так, а Сардана Трофимова с заметным отрывом пока бежит на первой позиции. Это для меня вообще удивительно. Вот Сардана Трофимова, Макарова Марьяна, Руклядева Мария, Рожина Марина. О, к моему удивлению, это сегодня Сардана Трофимова еще выиграла дистанцию 3000 метров с результатом 9 минут 33 секунды. И вот сейчас она показывает свои скоростные способности в шведской эстафете на дистанции 800 метров. Первый этап. Сардана Трофимова, это для меня вообще... Но Макарова Марьяна тоже очень опытная спортсменка. Особенности это ее дистанция 800, 1500 метров, 400 метров. Но то, что творит сейчас Сардана Трофимова, это вообще уникальное явление. Я впервые вижу ее участие в таких эстафетах, шведской эстафете. И Сардана Трофимова сейчас в скором времени отправит. И по бегу она даже и не замедляет, а более того, она еще убыстряет свой темп. И сейчас отправит свою подругу по команде Григорьеву Пелагееву. Вот эта команда что-то сделает, наверное, на барагонцах. Так, команда Усалданского улуса Адамова. О, супруга Кая Адамова. И на третьей позиции пока держится Тераптинский улус. И сейчас отправляется в путь команда Верхоянского улуса. Рожина Марина отправляет свою подругу по команде. Да, что-то будет. В этом забеге еще и участвует команда, судя по тому, как Регина Могилева. Или это еще рано? Возможно, я ошибся. О, а там идет интересная борьба. Так, Григорьева Пелагея отправляют Иванову Валентину. Валентина Иванова, тоже многоопытная спортсменка. Ага. С большим отрывом. Они где-то расстояние от них где-то примерно 70
На второй позиции Усалданский улус. На третьей Ким Катя, представительница Чероптинского улуса. На третьей позиции. Я сейчас попробую снимать финиш. Нам, операторам, тоже приходится иногда бегать. Так. Но это выигрывает второй забег команда Верхневлийского улуса. 7-й номер. Ну а здесь идет борьба за то, чтобы показать второе время. И чуть-чуть Усалданский улус и Чероптинский улус занимает в этом забеге 3-е место. Но пока еще говорить рано, потому что несколько забегов. И по этим результатам 8 лучших команд попадут в финальный час 8 спортивных игр. Команда Анабарского улуса пробегает мимо меня. Девичья фамилия Спиридонова Люба. Так, это, наверное, скорее всего, заканчивает команда Верхоянского улуса. 117 номер. Последний этап — это 100 метров, 4-й этап.